Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Из 10 вопросов повестки дня заседания сессии Народного собрания Абхазии депутаты рассмотрели только 6. На заседании, состоявшемся в пятницу, депутаты должны были создать комиссию по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия. Этот вопрос обсуждали более 3 часов, но к единому мнению так и не пришли. К рассмотрению другого важного вопроса повестки дня о декларировании доходов чиновников депутаты так и не приступили, решив продолжить заседание сессии в понедельник, 25 февраля. С заседания сессии парламента репортаж Али Китрапш. Национальный гимн Республики Абхазия знаменовал начало весенней сессии Народного собрания. Депутаты внесли изменения в закон о праздничных и памятных днях. Теперь День работников СМИ Абхазии, 27 февраля, будет считаться праздничным рабочим днем. Как отметил представлявший законопроект вице-спикер парламента Левон Галустян, в этом году мы отмечаем 2 знаменательные даты – 145-летие основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия и 100-летие со дня выхода газеты «Апсны», первый номер которой был издан именно 27 февраля. Законопроект принят в первом и втором окончательном чтении. Депутаты внесли изменения в закон о международных договорах Республики Абхазия. Согласно закону, после ратификации некоторые изменения и дополнения в международные договоры все же могут быть внесены на уровне ведомств. Депутаты считают необходимым в данном случае подвергать процедуре ратификации уже измененные документы. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба поддержал законопроект, но с некоторыми поправками. Помимо внесения изменений и дополнений, также в представленной редакции части 1 содержится термин «и исправление международного договора». По международному праву исправление международного договора – это, понимается, устранение ошибок в тексте договора. И исправлению международного договора посвящена вторая часть. То есть мы в первой части гласим, что внесение изменений, дополнений и исправлений будет проходить такую же процедуру, также будет порядок ратификации. Хотя вторая часть, которая не подвергается изменению действующей редакции, гласит, что изменения вносятся в международный договор в соответствии с нормами международного права. В итоге, с учетом замечаний Дмитрия Шамба, поправки к закону были приняты в первом чтении. Депутаты предложили также внести изменения в административный кодекс страны. Законопроект представил депутат Алмаз Джапуа. Было предложено увеличить процент тонировки стекол транспортных средств. В частности, допустить степень тонирования до 70%, а светопропускаемость до 30%. Следует отметить, что по действующим правилам разрешено 30% тонирования. По данному вопросу мнения депутатов разделились. Большая часть высказалась за такое решение, но многие были категорически против. В итоге 21 депутат проголосовал «за» и 9 против увеличения допустимого процента тонировки стекол транспортных средств. Законопроект принят в первом чтении. В повестку дня очередного заседания сессии парламента были включены вопросы о создании 2 комиссий. Вначале народные избранники рассмотрели вопрос создания парламентской комиссии по расследованию в сфере электроэнергетики и деятельности Черноморэнерго. И здесь мнения парламентариев разделились. В прошлом году здесь мы принимали достаточно после жарких обсуждений, если вы помните, закон по энергетике. Да, вопрос подспудно тогда стоял чуть ли не о потере вообще контроля над отраслью. Давайте уж так, как есть на самом деле, как я вижу, по крайней мере. И поэтому, когда мы создаем парламентское расследование, инициируем, то есть отдаем ли мы себе отчет, куда оно нас вынесет вообще до конца. И насчет отключения веерных света, этот вопрос стоял каждый год практически. Тогда давайте спросим, а сколько мы вложили в эту отрасль, чтобы с них что-то требовать сейчас. Если у нас есть подозрения в коррупционной составляющей, это вопрос опять-таки к прокуратуре, пусть идет и расследует этот вопрос. Генеральный директор Черноморэнерго озвучил такую мысль, то, что он заинтересован в проведении парламентского расследования. Люди, которые обратились в парламент Республики Абхазия, очень ясно и четко сказали свое мнение, что они обошли всех, и последняя чаша терпения – это парламент Республики Абхазия. Для того, чтобы именно народные избранники, разобравшись в этом вопросе, приняли свое решение.
В итоге большинством голосов решение о создании данной комиссии было принято. Еще одну парламентскую комиссию по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологоразведки и добычи углеводородного сырья на территории Абхазии планировали создать народные избранники на заседании сессии. Примечательно, что на рассмотрение депутатов было вынесено сразу два проекта. Один представил депутат Алмаз Джапо, другой – председатель Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Астамур Тарба. По этому вопросу сразу же возник спор, хотя оба документа отличались только количественным и именным составом членов комиссии. Образовать комиссию Народного собрания парламента Республики Абхазия по изучению вопроса об экономической эффективности, экологической безопасности, геологическому изучению, разведке и добыче углеводного сырья на территории Республики Абхазия. В составе Цишба Александр Владимирович, Джинджоли Алхаз Владимирович, Тарба Астамур Радикович, Смыр Наталья Викторовна, Смыр Беслан Алексеевич, Джинджори Умар Кокович, Кварча Гиви Анатольевич, Абух Ахра Иванович, Гуния Илья Тичакович, Лоло Рауль Валерьевич, Пертая Каха Заурович, Ардзенба Алмазхан Зурабович. Поставьте в том виде, в котором я прошу на голосование. Если коллеги против, пусть проголосуют против, и будем обсуждать следующий вариант. После того, как список членов комиссии был согласован, депутаты приступили к обсуждению второго вопроса постановления, согласно которому компания Апсноойл должна была приостановить свою деятельность до оглашения результатов работы комиссии. У народных избранников по этому вопросу возникли конкретные разногласия. Мы комиссию для чего создаем? Для того, чтобы она четко нам определила, другим депутатам, которые не участвуют, где есть плюсы, где хорошо, по крайней мере, на мнение комиссии, где полезно для страны, где не полезно, заключены ли все договора, выгодные ли они или нет, по мнению комиссии. Они нам должны это сказать. Когда они скажут, как говорится, вот тогда после этого, как говорится, и будем делать. И тем более, значит, автор, который предлагает здесь господин Джопу, он говорит, что, пожалуйста, второй вопрос, если хотите, можем снять по поводу приостановления. Я понимаю, что кто-то может думать, что его похвалят за то, что он будет кричать, что ничего нельзя добывать. Так вот, я хочу сказать, что это опять-таки, если и будет делаться для народа, делается для людей, чтобы это пришло в пользу. Я вам хочу сказать, что даже сроки, там, которые установлены по добыче и по геологоразведке, длинные. Через 10 лет, может, эта нефть вообще никому не нужна будет. Сегодня возобновляющуюся энергию требуют. Надо подойти с точки зрения выгоды для государства. Я считаю, на момент того, что и в рамках комитетского заседания было несколько раз говорилось о том, что данные и с учетом исполнительной власти, министра по экономике, было сказано, что подписанные документы крайне невыгодны нашему государству. А мы сейчас позволяем себе, видите ли, пусть работают, а там комиссия вынесет решение. Давайте приостановим работу Апсноойл, а потом комиссия четко начнет как раз заниматься этими вопросами. Вопрос государственной важности, уважаемые коллеги. Я предлагаю этот вопрос перенести на 1 неделю ровно. И этим вопросом провести одно заседание сессии парламента, потому что сегодня у нас нету консенсуса. В итоге на голосование было выставлено два варианта проекта. Вначале депутаты голосовали за документ, в котором компания Апсноойл должна приостановить свою деятельность, а затем голосовали только по составу и председателю комиссии. Оба документа не прошли. На этом же заседании сессии депутаты должны были рассмотреть законопроект о декларировании доходов чиновников и о противодействии коррупции. Но до обсуждения этого вопроса дело не дошло. Депутаты решили продолжить заседание сессии парламента в понедельник, 25 февраля. Аля Катрапш, Тамас Чиковани, Степан Мартиросян. Абхазское телевидение. Политсовет политической партии АПСН распространил заявление по поводу добычи нефти на территории Абхазии, в котором обращается к депутатам Народного собрания республики с предложением в срочном порядке и законодательно определить перечень стратегически важных природных ресурсов и порядок пользования ими, а также внести изменения в законодательство о недропользовании с тем, чтобы исключительным правом пользования, разработки и добычи стратегически важных природных ресурсов, коим является и
нефть обладало только государство, госкомпании, госпредприятия, с учетом всех экологических стандартов. В то же время политсовет партии АПСНА считает, что вводить мораторий на добычу нефти все равно, что вводить мораторий на развитие нашего государства, расписавшись в своей несостоятельности. Необходимо использовать реалии сегодняшнего времени, когда нефть в мире является востребованной, отмечается в частности в заявлении. В скором будущем в Очамчире на территории бывшего эфиромасленичного завода будет запущено производство энергетического оборудования для производства электроэнергии. Об этом шла речь на пресс-конференции в агентстве «Спутник Абхазия». Строительство завода осуществляет российская компания «Синаторг». Тема очень актуальна для республики, учитывая энергодефицит в нашей стране. Наала Кови продолжит тему. Электроэнергетика является ключевой мировой отраслью, которая определяет технологическое развитие человечества в глобальном смысле этого слова. Развитие электроэнергетики, ее совершенство и оптимизация, призваны удовлетворить постоянно растущий спрос на электроэнергию, это ключевая общая мировая задача современности и дальнейшего обозримого будущего. А в Абхазии эта тема сейчас как никогда актуальна. В скором будущем в Очамчире на территории бывшего эфиромасличного завода будет запущено производство энергетического оборудования для производства электроэнергии. И это не единственный, но один из важнейших проектов, направленный на развитие восточной части Абхазии. Впервые республика выходит на международный рынок с брендом «Сделано в Абхазии». Я хочу подчеркнуть, что в рамках нашего плана Госкомитета по развитию восточной части Абхазии мы будем презентовать 2-3 мегапроекта в течение этого года. Это первый проект, который будет строиться в Очамчире. Впервые будет продукция, которая будет поставляться за пределы Абхазии, на котором будет написано «Сделано в Абхазии». Строительство завода осуществляет компания «Синаторг», которая отмечена многочисленными российскими государственными премиями, международными наградами и дипломами за внедрение передовых современных технологий и инноваций в сфере стабильного энергоснабжения. В Абхазии компания будет выпускать автономные установки для производства электроэнергии. Это малые гидроэлектростанции, ветровые и солнечные. Основная цель проекта – развитие в Абхазии собственной генерации. Кроме комфортности, это еще и экономическая и энергетическая безопасность. Республика солнечная, и сегодня актуально развивать здесь данное направление, говорят специалисты. Ваша республика, она солнечная, актуально развивать у вас на сегодняшний день данное направление. Мало гидроэлектростанции будет здесь производиться, ветровые будут производиться оборудование, солнечная энергетика. Ну и может быть очень важно, что мы будем делать на сегодняшний день, это такой мировой тренд. Это энергонакопление. У нас есть изделие, которое позволяет при полученном извне 1 киловатта произвести, можно считать, умножить ее в 10 раз. Следовательно, энергобаланс государства можно увеличить без затрат на строительство огромных генерирующих мощностей. Как отметил генеральный директор компании «Синаторг» Александр Хилькевич, Абхазия территориально расположена удобно для экспорта, что стало одним из ключевых факторов начала деятельности компании в нашей республике. Хочу поблагодарить правительство Абхазии за предоставленную возможность. Мы рады работать в вашей республике. Надеемся, что этот проект принесет, кроме рабочих мест и поступлений в казну бюджета, еще и международную известность на изделия, которые мы планируем здесь освоить выпуск. Вот почему мы выбрали именно здесь производство? У нас есть производство и в России, в Калужской области, производство таких же изделий. Но рынок потребления этих изделий, помимо того, что необходим здесь, мы все-таки ориентируемся на большую часть экспорта. Сейчас на месте идет ремонт помещений и закупка необходимого оборудования. Производство автономных электростанций планируют запустить примерно к концу года. Помимо очевидной пользы для энергетической системы страны, это еще и как минимум 250 рабочих мест в Очамчирском районе со средней заработной платой до 45 тысяч рублей. Наала Кови и Наала Гухава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
5 марта в Центральном выставочном зале Союза художников в рамках государственных мероприятий по празднованию юбилея второго президента Республики Абхазия Сергея Багапш состоится открытие фотовыставки, сообщает Министерство культуры Абхазии. На фотовыставке будут отражены разные периоды жизни и деятельности Сергея Васильевича Багапш. Экспозиция будет содержать более 60 работ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия провела презентацию 11-го каталога предприятий. В рамках мероприятия состоялось награждение 6 молодых предпринимателей за вклад в развитие предпринимательства среди молодежи. Об этом наш следующий репортаж. С каждым годом каталог предприятий ТПП Республики становится все более популярным не только в Абхазии, но и за ее пределами. Идея создания подобного каталога принадлежит основателю и первому президенту ТПП Абхазии Геннадию Гагулию. Из года в год тематическая направленность каталога меняется. Если ранее он был посвящен туризму, сельскому хозяйству и экологии, то в этом году главной темой издания стали молодые предприниматели Абхазии, посвятившие себя любимой работе, рискнувшие заняться сложным и ответственным делом – бизнесом. У нас очень замечательная молодежь, при этом очень креативная, я бы даже сказала инициативная, которая, несмотря на все сложности развития экономики нашей страны, да и не только, я думаю, что и во всем мире, находит желание, находит инициативы и возможности для того, чтобы заняться новым делом. По словам Тамила Мирцхулава, в последние годы предпринимательство в Абхазии начало набирать серьезные обороты. При этом круг экономических интересов предпринимателей весьма обширен – от сельского хозяйства до культурных и дизайнерских проектов. Торгово-промышленная палата Абхазии всесторонне поддерживает молодых предпринимателей. Так, в июне 2018 года была создана некоммерческая организация «Ассоциация молодых предпринимателей». Действия торгово-промышленной палаты в плане развития предпринимательства носит целевой продуктивный характер. Я хотел бы пожелать руководству, коллективу этой прекрасной организации дальнейших успехов в работе. В рамках презентации каталога состоялась церемония награждения молодых предпринимателей за вклад в развитие предпринимательства среди молодежи. 6 начинающих бизнесменов получили дипломы и призы. Осман Барцыц – один из них. Он руководит центром Гудаута Рестайлинг, фирмой, предоставляющей услуги в сфере тюнинга и детейлинга автомобилей. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить торгово-промышленную палату за предоставленную возможность поучаствовать в столь приятном, столь прекрасном мероприятии. Как говорится, это маленький шаг в большое будущее, по крайней мере для нашей компании. Побольше бы всех этих мероприятий, которые сплачивают молодежь, которые дают возможность расширять сферу возможностей каждого из нас. Своей главной задачей Ассоциация молодых предпринимателей считает привлечение в бизнес молодежи как наиболее активной части общества и обладающей огромным потенциалом в деле построения экономики республики. Гугу Савардания, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу преимущественно без осадков, в воскресенье временами дождь. Температура воздуха ночью +1, +5, днем 8-13 тепла. Температура морской воды +9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.